В эту пасмурную погоду сотни людей пришли на Синявинские высоты, чтобы почтить память тех, кто стоял здесь с оружием в руках 77 лет назад. На аллее интернациональной памяти открывает памятник героическим сынам чеченского народа, воевавшим на Ленинградском фронте. Строительство курировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Среди гостей мероприятия министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Выступая перед присутствующими, он отметил, что представители чеченского народа участвовали в Великой Отечественной войне на всех направлениях и на всех фронтах. А этот памятный знак увековечит подвиг тех, кому мы говорим спасибо за мир. Здесь, в этой земле, покоятся останки тех, кто не разделяет друг друга ни на национальности, ни на конфессии. Цель их состояла в том, чтобы, не жалея ни себя, ни своих жизней, лечь здесь, но не пропустить врага. Народ Чеченской Республики, который возглавляет герой России Рамзан Ахматович Кадыров, многонациональный народ Чеченской Республики, был, есть и остается на страже национально-государственных интересов Российской Федерации и ее народов. Дорогие друзья, я поздравляю вас с этим великим, торжественным и священным днем. Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 и стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. В ней в разное время участвовали войска со всех уголков страны, в числе которых и выходцы из Чечено-Ингушетии. Задумайся и ты. Зачем ты жил? Чего достиг? Исполнил ли свои мечты? Сейчас задумайся о том, как жизнь свою мы проживем и что оставим на потом, когда из жизни мы уйдем. Прося милости и прощения, представители мусульманского духовенства обратились с мольбой к Всевышнему и прочитали суры из Корана. Открытие монумента завершается памятной фотографией. Сражение за северную столицу стало одной из самых трагических страниц в истории страны. В попытках освободить блокированный Ленинград погибли десятки тысяч людей. Сейчас на подступах к городу увековечены имена наших земляков, погибших за свободу. Аздамир Аздамиров, Шамхан Закаев. Новости.